некий обзор, возможно, кому-то он тоже понравится, то есть увидеть какие-то в нем вещи, которые вы можете приложить на свою, допустим, деятельность, применять в своей деятельности. Значит, с Trello, с данным сервисом Trello я познакомилась в прошлом году, когда передо мной поставили задачу группой организовать, то есть создать новый сайт учебных заведений. Вот. Люди были с разных учреждений, поэтому нам нужно было найти какой-то такой инструмент, да, для общения, для постановки целей и задач, и чтобы это все отслеживалось, было видно, как вообще происходит процесс. Да? И вот именно это, можно сказать, менеджер задач, который использует принцип, известный как канбан. Канбан в переводе это как точно в срок, или еще переводит его как кан и бан по отдельности. То есть кан это визуальный видимый переводится, а бан это карточка или доска. Ну, то есть по этому принципу он, в принципе, в сервисе и работает. Адрес сервиса вы видите на экране. Значит, индивидуальное использование данного сервиса для планирования своих задач, выполнения каких-то индивидуальных своих проектов. Да? Также он может использоваться для подготовки, допустим, какого-то проекта, программы совместно, да, с кем-то. Ну и, соответственно, тут много-много другого всего. Да? И когда вы познакомитесь, я думаю, что вам будет более понятно, что можно с ним сделать. Вообще главным плюсом сервиса, конечно, является, во-первых, быстрый старт и простота его использования. Если вы имеете аккаунт на Google, то, в принципе, можно, не регистрируясь там, уже заходить под своим аккаунтом. Ну и второй большой плюс, который, мне кажется, это, возможно, решать довольно сложные задачи, разбивая их на небольшие подзадачи. И причем эти задачи можно распределять определенным людям. Да, то есть они там уже сразу видят, что вот эту задачу должна я выполнить, да, в какие-то, допустим, сроки, а вот эта задача занимается, допустим, второй коллега, да, и он должен выполнить, допустим, в такие сроки. То есть это вот в общем. Основные элементы данного сервиса достаточно просты. Если в общем взять, то это доска, списки и карточки. И вот сейчас я буду потихонечку более подробно, да, о каждом вот этом элементе управления рассказывать. Значит, доска. Доска — это, можно сказать, некая площадка, ну, то есть, как обычно доска, некая площадка для создания проекта. Вот этих доски, да, можно создавать много-много. Так как я не так давно работаю, вот основной, да, мой проект, основная доска — это сайт женской гимназии, в нем основную часть времени я проводила, да, ну и пробовала, конечно, возможности то есть рассматривала, да, как можно этот сервис использовать. Так вот, этих досок можно создавать большое количество, сколько вам нужно, столько создавайте. Причем доска может быть как личная, командной, например, да, или она вообще может быть открытой, то есть для всех, доступ открыт для всех. У каждой доски есть адрес, то есть пригласить легко любого участника, да, к этой доске имеется возможность. Причем доски в Trello можно копировать, включая все списки, карточки, и тем самым можно создавать некие шаблоны для типовых продуктов. Дальше, если я в какой-либо доске делаю, допустим, какие-то изменения, сейчас покажу в онлайне, то сразу же приходит уведомление на почту, да, что вот произошло такое изменение, если вы подписаны на эту доску, и вы уже можете сразу отслеживать все действия, которые там происходят. Так, следующий, то есть доска. На этой доске располагаются списки. Списки, то есть, вот, допустим, список «Новая задача», допустим, мы назвали, да, «Новая задача», следующий список назвали «В производстве», допустим, «Решена» и «Закрыта». Вот этих списков может быть огромное количество, но рекомендую все равно использовать 3-7, да, чтобы далеко туда по горизонтали, как говорится, не перематывать. Значит, называть вот эти вот списки можно как угодно, кому как, что нужно там делать, да, в этих списках, так и называют. Вот. Причем каждый список, он состоит из карточек. То есть вот эти карточки
карточки, они и создают вот этот весь процесс. То есть вот получается список, раз карточка, два карточка, три карточка, да, то есть это карточки, как бы некие задачи. Эти карточки могут перемещаться. Сейчас я думаю, что лучше перейти на сам сайт, да, чтобы более наглядно показать. Как вообще процесс работы на этом сайте. Вот мой сервис, да, вот мои доски. То есть всегда можно легко создать доску, назвать, дать название и определить определенную команду. Команду можно вообще отдельно формировать. То есть команды, допустим, студентов там такой-то группы, такой-то, да, или учеников такой-то, 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 или там персонал такой-то, такой-то, такой-то. Этих групп может быть огромное количество. И вы просто, когда создаете доску, здесь сразу же назначаете, кто будет, кому будет доступ открыт к этой доске. Ну вот непосредственно, сейчас я перейду, да, к доске. Смотрите, то есть перед нами ставились определенные задачи. Задачи мог писать, ну так как нам права были даны как администраторам, да, мы работали втроем, и задачи создавать мог любой. Значит, создаются они достаточно просто, то есть можно добавить карточку, написать, допустим, задание, допустим, создать раздел или еще что-то, к примеру, да, добавить. Ой. Даете название, а дальше в самой карточке вы уже описываете саму задачу. Да, то есть в чем она заключается, что конкретно вы делаете, то есть что нужно сделать. То есть чтобы человек, допустим, зашел, кто с вами работает, да, и он понимал, что ему нужно сделать. Значит, в карточках можно добавлять, здесь посмотрите, можно добавить участников, можно пригласить по электронной почте, можно выбрать из команды, то есть кто именно занимается этой задачей. Можно поставить метки. То есть метки, здесь предлагается использование 6 цветов, то есть это для того, чтобы, во-первых, они отличались по цветам, то есть определенная группа, допустим, да, задач зеленым цветом, определенная группа задач желтым, ну и также их можно, опять же, называть, допустим, срочные. Ой, привет. Это будет зеленая, допустим, желтая. Ну, что-то как-то назвать ее. Важно. Ну, важно какие, да. Вот. И мы, допустим, выбираем срочное. То есть эта метка получает у нас такое обозначение, как срочное, да? Дальше, что можно сделать? Можно добавить чек-лист. Что такое чек-лист? Это некое разбиение данной задачи на подзадачи, на мелкие задачи. Допустим, разработка структуры, ну, там можно создать оглавление, там еще что-то и так далее. То есть разбить на более мелкие листы. То есть они здесь будут отображаться. Причем, сейчас так. Дальше, можно определять срок выполнения данной задачи. То есть, например, сегодня вот ставим, допустим, данная задача должна выполниться до 9 июня 2017 года 12:00. Сохранить. То есть данная заметка, данная задача определяется, то есть уже сроком. А по мере истечения срока, так как осталось менее 8 часов, да, получается? Менее 24. Ой, менее 24, да. То он, получается, загорается желтым и вас предупреждает, что срок выполнения данной задачи он скоро истекает уже. Мы создавали сайт, и нужно было разместить, допустим, мне ставилась задача запомнить педагогический коллектив, да, на сайте, допустим. И передо мной ставилась такая задача, и прикреплялся файл, откуда я могла взять информацию о руководителе, о педагогическом составе. То есть уже зашла, то есть я вижу, что задача определена для меня, определено время, что до такого-то времени я должна это выполнить, и прикреплен файл, откуда я могу эту информацию, допустим, взять. Так.
Дальше, это вложения. Причем вложения могут быть абсолютно, видите, как с компьютера, да, также можно с Google диска прикреплять, ну и откуда через Dropbox и так далее. Так, дальше. Перемещение. То есть эти карточки всегда можно перемещать. Во-первых, можно их перемещать очень легко с одного списка, да, на другой. Допустим, сформировать задачи на доработку функционала. Вот, допустим, стоит передо мной задача, да? Ответственные, то есть НБ и я, допустим, да? То есть я вижу, что мы работаем вдвоем над этой задачей. То есть я с ней связываюсь, мы прямо вот здесь можем вести, опять же, переговоры, то есть вот вложен какой-то сайт, то есть идет процесс, то есть процесс рабочий, то есть вот мы над этой задачей с ней работаем. Подписка на данную карточку. То есть если вы хотите привлечь внимание определенного человека к этой карточке, к действиям, да, то есть что происходит с этой задачей, вы подписываетесь на эту карточку, и какие-либо действия происходят вот над этой карточкой, допустим, добавляются комментарии или вкладываются какие-то документы, все приходит вам сразу автоматически на почту. То есть вы можете работать прямо с почты с данным сервисом, либо прямо вот заходить в сервис и смотреть, что тут добавилось, какой комментарий, кто написал, ну то есть из рабочей группы, да, и что вообще происходит. Ну и архивация. То есть эту карточку можно всегда заархивировать, если она уже, допустим, решена, то есть все, она уже, мы вот ее, допустим, закрыли, все, мы над ней не работаем. Их очень много, бывает неудобно, мы архивируем. Принцип архивации здесь такой же, как вот корзина. Да, то есть архивируем, она как будто бы складывается в корзину, можно ее разархивировать, а можно ее вообще удалить. Да, смысл такой. Так, это по поводу карточек. Понятен смысл, да, работы с карточками? То есть также вот эти вот списки, они тоже легко перемещаются, то есть как вам удобно, с каким списком задач вы работаете, так вы для себя и размещаете. Здесь видно, что командная работа, добавлять участников, то есть это в основном меню, то есть видно, кто здесь работает над данной доской, и синяя стрелочка это администратор, то есть кто конкретно создал эту доску, кто подключил других участников. Да? Здесь можно добавлять участников, это указав электронную почту просто. Как только вы прописываете электронную почту, кого вы хотите подсоединить к данной доске, ему приходит на почту уведомление, что вы подсоединены к данной доске и приглашены к участию в работе. Так, фильтры карточек. Фильтры карточек, как раз таки вот метки, да, я вам показывала по цветам. Очень удобно, потому что нажав на срочное, у вас отображается на вашей доске только те карточки, которые вам нужно было срочно выполнить. Да, важное, допустим, в данном случае их нет желтых, да, поэтому они не отображаются. Подписка на данную карточку. То есть если вы хотите привлечь внимание определенного человека к этой карточке, к действиям, да, то есть что происходит с этой задачей, вы подписываетесь на эту карточку, и какие-либо действия происходят вот над этой карточкой, допустим, добавляются комментарии или вкладываются какие-то документы, все приходит вам сразу автоматически на почту. То есть вы можете работать прямо с почты с данным сервисом, либо прямо вот заходить в сервис и смотреть, что тут добавилось, какой комментарий, кто написал, ну то есть из рабочей группы, да, и что вообще происходит. Ну и архивация. То есть эту карточку можно всегда заархивировать, если она уже, допустим, решена, то есть все, она уже, мы вот ее, допустим, закрыли, все, мы над ней не работаем. Их очень много, бывает неудобно, мы архивируем. Принцип архивации здесь такой же, как вот корзина. Да, то есть архивируем, она как будто бы складывается в корзину, можно ее разархивировать, а можно ее вообще удалить. Да, смысл такой. Так, это по поводу карточек. Понятен смысл, да, работы с карточками? То есть также вот эти вот списки, они тоже легко перемещаются, то есть как вам удобно, с каким списком задач вы работаете, так вы для себя и размещаете. Здесь видно, что командная работа, добавлять участников, то есть это в основном меню, то есть видно, кто здесь работает над данной доской, и синяя стрелочка это администратор, то есть кто конкретно создал эту доску, кто подключил других
указав электронную почту, просто как только вы прописываете электронную почту, кого вы хотите подсоединить к данной доске, ему приходит на почту уведомление, что вы подсоединены к данной доске и приглашены, ну, допустим, к участию в работе. Так, фильтры карточек. Фильтры карточек, как раз таки вот метки, да, я вам показывала по цветам. Очень удобно, потому что, нажав на срочное, у вас отображается на вашей доске только те карточки, которые вам нужно было срочно выполнить. Да, важное, допустим, в данном случае их нет желтых, да, поэтому они не отображаются. То есть работа в группе для создания сайта. Точно так же можно использовать, допустим, при, как я вот видела, например, при написании, допустим, той же самой дипломной работы, когда вы вдвоем работаете, руководитель, допустим, и студент. Да, то есть можно создать какие-то определенные задачи и вот доска, допустим, ну, допустим, там вот это я так пробовала для себя, да? То есть определить какие-то для него задачи, написать, допустим, пишешь первая глава, вторая глава, заключение и так далее. В процессе, то есть и вдвоем работать. То есть вы видите, если студент, допустим, начал работать над первой главой, он уже может сюда добавлять и сам текст, допустим, главы, и какие-то вопросы вам здесь задавать. Да? Здесь вы также можете устанавливать сроки, когда, допустим, до какого числа он должен выполнить, как с компьютера, так и с телефона. То есть такой вот ежедневно. Можно в личном плане использовать, допустим, я пишу статью, к примеру. То есть у меня есть какие-то материалы, есть какие-то идеи, есть, допустим, источники, где я могла бы разместить свою статью, да, и бывает очень сложно, как мы по папочкам все раскладываем, да, то есть вот это все разрозненно получается. А так можно определить и уже прикреплять все на одну доску, то есть все идеи, все, то есть, допустим, идеи, материалы, здесь будут идеи, материалы, допустим, какие-то там еще что-то, и вот все в одном едином целом, то есть вы можете наблюдать весь свой процесс работы. Не только свой, но и групповой. Вот, так, какие будут вопросы? Много вопросов. Ссылки размещать на других ресурсах можно? Ссылки отображаются на других ресурсах? Да, все это можно делать. То есть, опять же, допустим, вот вы создали карточку, да? В самой карточке, то есть карточка это, вы знаете, как листочек в блокнотике. Да? То есть вы делаете себе пометки, пишете туда ссылки на сайты. То есть вот это и есть некий листочек в блокнотике, куда вы можете размещать ссылочки на другие ресурсы. На другие, с этого сайта на другие ресурсы. То есть. Имеете в виду, чтобы у вас была ссылка именно на эту доску? Да. Да, можно, конечно, вот она получается, смотрите. То есть на других ресурсах эту ссылочку берем, вставляем. Да. То есть еще вот ссылка на доску. То есть вы берете эту ссылочку и выставляете куда-то, то есть и делаете доступ какой, командный или общий. То есть если все равно делать, да? Да, то есть если вы делаете общий доступ, то все, у кого есть ссылка на к данной доске, они могут принимать участие. Такой еще вопрос. Сайт, когда размещаете, он не как в свободном доступе его не будет, пока не пригласите кого-либо. Ну, как у нас обычно сайт в свободном доступе. Да, смотрите, все зависит от того, как сейчас покажу. Все зависит от того, какой, как говорится, статус доски вы, да, определяете. Может быть, она групповая, а может быть, она индивидуальная. Если групповая, то здесь можно пригласить участников, да, кто именно участник, да, сюда добавлять, допустим. А если она общая, то есть доступ у нее вообще открыт, то в принципе никого не надо указывать, то есть он просто открытый и заходит туда все, у кого есть ссылка. А писать не могут или тоже могут? Нет, вот когда общий доступ, они могут все. То есть даже можно быть незарегистрированным Да. здесь, да? То есть тут отслеживать надо. Но если общий доступ, а если вы хотите, чтобы конкретно отслеживать, да, кто что пишет, тогда вы именно приглашаете людей по электронной почте, и они здесь отображаются. Сейчас покажу. А так, в принципе, можно использовать, допустим, если при работе при создании каких-то проектов. То есть создается, допустим, несколько досок, то есть доска, проект, допустим, там такой-то, такой-то и такой-то. К определенному проекту вы подключаете, допустим, определенных учеников, студентов и так далее. У них получается доступ,
открыта одна доска, и они уже с ней работают. То есть определяют задачи, там, решают их, да, обсуждают и так далее. А, Это куда-то встраивается? Если это сервис Google, Да. это встраивается, например, на страницу сайта Google. Вот, честно сказать, я Нет, не это встраивала. самостоятельный сервис. Это, Просто по-моему, вы можете, самостоятельный, да, это имея самостоятельный. аккаунт Google, регистрация Да, прощается. да, да. просто. Но я не А, встраивала, ну. поэтому я затрудняюсь сейчас набрать. оповещение на электронную почту идет, да? Вот, Да. То есть, Да. что вы не каждый день, если сюда заглядывать, да, то есть в электронную Да, почту да, да. приходит информация, что кто-то что-то разместил где-то, да? Работать, что делать и так далее. Ну, то есть просто не все знают, что вот есть такой сервис, на самом деле очень удобный. Давайте поблагодарим Татьяну. Давай. за выступление.